Первое длительное свидание с семьей. Супруга и дочь незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко встретились с ним в колонии. Им позволили провести вместе 3 дня. Как чувствует себя политзаключенный и другие подробности встречи, дочь Романа Сущенко Юлия рассказала нашей Виктории Облязовой. Свидание не из-за стекла, как в СИЗО, а 3-дневное с объятиями и душевными разговорами. Для семьи незаконно осужденного в России Романа Сущенко это долгожданная встреча, но все же короткая. Он еще больше похудел, чем мы видели в октябре на предыдущем свидании. Появилось много новых морщин, появилось мешки под глазами, седина. То есть видно, что этап дался ему тяжело и повлиял на него, в частности, в физическом плане. В тюрьме у Романа постоянные проблемы с давлением. Несмотря на тяжелые условия содержания, он не падает духом, рассказывает дочь. Он постоянно читает книги, занимается французским и рисует. Вот это пейзаж зимней Киево-Печерской лавры, а это натюрморт с цветами. Подарок на день рождения для тещи и 2 рисунка для сына. И чтобы заинтересовать ребенка, он обязательно рисует ему вот такие вот машинки. Братом, который он маленький, ему 11 лет, и все вот эти 2,5 года он ни разу не видел отца. Они только говорят по телефону и переписываются письмами. И, конечно же, хочется ему наверстать упущенные. Его камера под круглосуточным видеонаблюдением. Там нельзя ни садиться, ни ложиться на кровать. Отец больше всего мечтает, чтобы правда все же победила, и он наконец-то вернулся домой, рассказывает Юлия. Ведь из колонии он может только раз в неделю звонить родным и очень ждет писем из Украины, несмотря на то, что они в колонию идут почти месяц. Открытки и письма – это единственная такая ниточка, которая связывает отца и всех, кто на свободе, и в частности связывает его хоть как-то с Украиной. И он не знает, как вообще здесь помнят о нем, знают о нем. И для него это очень важно. И каждая открытка, каждое доброе слово вселяет в него надежду и помогает переживать все эти тяжелые месяцы и года. 8 февраля Роман Сущенко встретит свой 50-летний юбилей. И это уже 3-й день рождения в застенках российской тюрьмы. Если Романа не освободят или не обменяют, то ему придется по надуманным обвинениям провести в российской тюрьме строгого режима еще 9 лет. Виктория Облязова, Максим Кондратенко, Заман, АТР.